Наш эфир продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Какова эпидемиологическая обстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 15 июня выявлено 92 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском 5, в Амгинском 4, в Алданском, Мирнинском, Татинском и Салданском по 3 случая, в Верхоянском, Ленском и Хангаласском по 2. Несмотря на такую немножечко нестабильную улучшающую ситуацию, все равно у нас имеется рост. Особенно хочется обратить внимание на постоянное выявление случаев в Мегино-Кангаласском и в наших городах, такие как Мирный, Нерюнгри и Алдан. Всего за сутки проведено 801 исследование, обработано с периода начала пандемии уже более 1 153 000 тестов. Самая главная задача остается сегодня для нашей республики – это вакцинация. На 15 июня у нас в республике поступило 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую дозу вакцинации получило 185 425 человек, в том числе свыше 42 000 лиц старше 60 лет. Вторую дозу вакцины получили 137 216 человек, в том числе лиц старше 60 лет 33 000 человек. Таким образом, у нас всего использовано 89% вакцин от общего объема, поступившей в республику. Но, тем не менее, мы отмечаем снижение темпов вакцинации. К сожалению, за эти выходные дни у нас первую дозу получали чуть больше 150 человек, что говорит, конечно, о недостаточной работе. Хотелось бы все-таки привлечь наше население о том, что все-таки вакцинация это является самым главным, самым важным прерывателем факторов распространения новой коронавирусной инфекции. Тем более в летний период, когда очень много передвижения как внутри республики, так и вне нашей республики. У нас, как уже говорилось, отмечалось, регистрируются в том числе новые штаммы британского вируса, которые чаще всего заводятся из-за пределов нашей республики. Поэтому хотелось бы, чтобы вы все-таки более внимательно относились и к своему здоровью, и к здоровью старшего поколения, к здоровью наших беременных женщин, кормящих мамочек, детей, которые не могут получить данную вакцину. Прививались сами, прививали окружение. Еще раз акцентирую внимание, что сегодня это единственный правильный способ уберечься от новой коронавирусной инфекции. Будьте здоровы! Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке. А мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутии усиленно тушат лесные пожары. Режим чрезвычайной ситуации введен в 4 районах. Лесопожарную обстановку в 2 из них проверил глава Якутии лично. Беспересадочные вагоны из Нижнего Бестяха во Владивосток впервые отправятся сегодня, что изменится с вводом нового расписания. Сценарий Саха-Олонхо в Алекминске обещает стать одним из самых необычных. Впервые перед зрителями предстанут древние обряды. Фрагменты тела 4-го погибшего обнаружили на месте пожара в частном доме по улице Луговая в Якутске. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС России и Следственного комитета Якутии. Напомним, возгорание произошло в минувшее воскресенье. На месте пожара были обнаружены тела 3 погибших. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. Огонь повредил дом и гараж по всей площади. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. В Якутии усиленно тушат и лесные пожары. По данным Минэкологии, опасность представляют 9 возгораний в 9 районах региона, общей площадью почти 25 000 гектаров. Недалеко от населенных пунктов фиксируют очаги в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Тампонском, Аймиконском, Усть-Майском и Мегино-Кангаласском районах. По информации авиалесоохраны, всего действуют 14 природных возгораний. За сутки ликвидировано 4. Борьбу с огнем ведут с воздуха и на земле. Это более 1000 человек и 120 единиц техники. 30 патрульно-контрольных групп проинструктировали о мерах пожарной безопасности 270 человек. Ведется мониторинг задымленности населенных пунктов. По данным Якутской гидрометеослужбы и Роспотребнадзора, за сутки отобраны 9 проб атмосферного воздуха. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Алекминском, Сунтарском и Тампонском районах, где зарегистрировано 7 очагов.
пожаров на общей площади с момента обнаружения свыше 24 тысяч гектар. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в готовности к применению находится аэромобильная группировка ведомства в количестве 70 человек и 9 единиц техники, а также авиация МЧС России. А накануне лесопожарную обстановку в Нюрбинском и Верхневилюйском районах лично проверил глава Якутии Айсен Николаев. Рабочая группа правительства вместе с главой отправились на авиамониторинг, встретились с жителями села Айдей и с людьми, которые ведут борьбу с огнем. Здесь на самом деле, конечно, проведен огромный труд людей. 71 километр минерализованных полос проложен. Еще раз говорю, что работает большое количество техники день и ночь. Ну и в результате самое главное удалось добиться нераспространения пожара дальше. Особенно угроза была населенным пунктом здесь Нюрбинского района. Ну и пользуясь случаем, конечно, бы хотел призвать население республики все-таки, когда находитесь в лесу, соблюдать все правила противопожарной безопасности. Потому что, к сожалению, значительное число пожаров идет и от человеческой невнимательности. Ну и сейчас у нас в июле уже начнется также сезон сухих гроз. И, конечно же, нам надо быть готовыми, чтобы общими усилиями все-таки не допустить распространения пожаров и защитить наш лес. В Верхневилюйском районе после облета лесных пожаров глава провел совещание. Как отметил Айсен Николаев, сейчас лесопожарная обстановка сложная, но контролируемая. Основная причина возгорания – это человеческий фактор, поэтому главам улусов и наслегов поручено усилить контроль и провести информационно-разъяснительную работу с жителями и отдыхающими на природе. Кроме того, глава Якутии отметил, что дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами направят из федерального резерва. А обработка лесов от сибирского шелкопряда с завтрашнего дня начнется в Намском, Хангаласском улусах и в окрестностях Якутска. Планируют уничтожить вредителей на общей площади 204 тысячи гектаров. Обработку проведут с воздуха методом опрыскивания. Расход составляет 3 литра на 1 гектар. Отметим, что в прошлом году в связи с засушливой погодой леса региона начали атаковать гусеницы сибирского шелкопряда. Ежегодно работники Рослесзащиты тщательно изучают вредителей. В этом году при учете их количества было выявлено 56 особей на одной лиственнице. Самолетно установлено оборудование, ультрамалообъемный опрыскиватель. То есть самолет летит на высоте 20 метров и распыляет препарат. То есть он в виде аэрозоля оседает на хвое, гусеницы потом его едят и после этого погибают. За один полет он обрабатывает где-то 333 гектара. Сейчас предупредительные мероприятия, то есть выставлены аншлаги на въездах в лес. Листовки раздавали. Люди, которые находятся на МТФ там, в лесу, то есть с котом, им под роспись инструктаж провели. К другим темам. Вагоны беспересадочного сообщения из Нижнего Бестяха во Владивосток впервые отправятся сегодня. Они начнут курсировать вместе с пассажирским поездом акционерной компании «Железные дороги Якутии» по новому маршруту Нижний Бестях-Тында. Такой поезд будет ежедневно отправляться в 17:00. Кроме того, с вводом нового расписания существенно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска. Например, из Нижнего Бестяха до Хабаровска теперь можно доехать за 2 суток. Это на 9 часов быстрее, чем по старому расписанию. В столице республики обновляют газовые трубы, проложенные еще в 70-х годах прошлого столетия. В настоящее время газовики компании «Сахатранснефтегаз» работают на улице Ильминская в Сайсарском округе. Ремонтные бригады заменили газораспределительные сети низкого давления от улицы Чайковского до сквера Журавли над Ильменем. Здесь общая протяженность газопровода составляет 1300 километров. Обновление газовых сетей – это большой объем работы. По словам газовиков, они прокладывают прочные изоляционные трубы диаметром 219 миллиметров. Это способствует увеличению пропускной способности к частному сектору. Замену труб на улице Ильминской завершат 30 июня. В этом году планируем провести замену газопроводов по улице Винокурова высокого и низкого давления, Петра Алексеева, это протяженность 600 метров, тоже высокого и низкого давления, это артериальные газопроводы, и по улице Клары Цеткина. Петра Алексеева около 600 метров. Клара Цеткина ориентировочно 400 метров. Задействовано порядка 50 человек. Это строительный участок и наша служба эксплуатации и ремонта. У
носа. Они задействованы на отключение, на врезки. С сегодняшнего дня жители Якутии могут войти в региональный реестр доноров костного мозга. Станция переливания крови запустила уникальную акцию типирования для вступления в базу данных. Донором костного мозга может стать любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. Как отмечают врачи, сам реестр жизненно необходим для нашей республики, так как донора костного мозга подобрать крайне сложно. В костном мозге нуждается именно очень много людей, именно много заболеваний, но в большей степени это онкогематологические заболевания, то есть лейкемия и так далее. И получается, эти доноры будут помогать онкобольным. Потому что в европейской части у нас уже есть три, наверное, таких тоже крупных организаций, которые занимаются вот составлением такого регистра. И у нас вот получается именно, чтобы для нашей этнической зоны это подошло, мы делаем вот этот регистр, то есть станция переливания крови делает такой регистр. А уже сегодня начинается приемная кампания в Арктическом государственном агротехнологическом университете. В этом году ВУЗ планирует принять 1300 студентов, в том числе 903 на бюджетные места по образовательным программам среднего, профессионального и высшего образования. В настоящее время в структуре АГАТУ имеется 8 учебных подразделений: агротехнологический, инженерный, экономические факультеты, а также факультеты ветеринарной медицины, лесного комплекса и землеустройства. Есть Актемский филиал, колледж технологий и управления, а также Институт непрерывного профобразования. Приемная кампания стартует сегодня и завершится 10 августа. С 18 июня начнут принимать через МФЦ документы в федеральный список коренных малочисленных народов Севера в Якутии. Прием стартует с 18 июня в Якутске по адресу Лермонтова, 123. Об этом сообщается на сайте Ассоциации КМНС региона. Отмечается, что федеральный список будет использоваться органами власти для реализации прав малочисленных народов. Таким образом, у представителей коренных народов будет возможность один раз подтвердить свою национальную принадлежность, а не предоставлять каждый раз ряд документов профильным ведомствам при реализации прав на традиционное рыболовство, охоту и иные меры господдержки. Ранее из 33 тысяч представителей коренных народов, живущих в республике, было зарегистрировано всего 266 человек. Сценарий цеха Олонхо в Алекминске обещает стать одним из самых необычных, и это несмотря на все ограничения, которые строго соблюдаются. Впервые перед зрителями предстанут древние обряды. Об особенностях из цеха Олонхо этого года Елена Фаст. Пока неискушенному глазу сложно разглядеть рисунок сценарного хода из цеха Олонхо. На этот день полным ходом идут репетиции. На стадионе весь состав республиканской постановочной группы совместно с алекминчанами. Самое важное – настрой. Мы рады, что вот, несмотря на вот эти ограничительные меры, алекминчане таким, можно сказать, с упорством, настроением, все-таки, несмотря ни на что, готовы воплотить этот праздник в жизнь. Между тем, планы грандиозные. Сценарий имеет много своих особенностей, которые ранее не были использованы. В начале 20 века здесь очень много олонхосотов со всего Улуса приезжали, чтобы найти свое счастье. Но они нашли не счастье материальное, да, а духовное. Их сейчас до сих пор признают знаменитыми олонхосотами Якутии, как Шараборин Кумаров, Бабанча, Бехлейдех Микале, Чайби, Боджогос и так далее. Их мы покажем во время театрализации. Поэтому еще раз говорю, что в Алекминске, если все получится, очень хороший цех будет. Главное – это люди, убеждена главный хореограф. Люди и их искреннее стремление. Народ подтягивается старшее поколение, подтягивается молодое поколение и, безусловно, среднее поколение. Они все подтягиваются, очень хорошо настроены, и с ними работать очень легко, потому что люди настроены только на позитивный результат цеха Олонхо.
Все должно получиться, уверен и режиссер. В ближайшее время приедут дополнительные силы. Все у нас получается, все прекрасно. 15 числа у нас приедут актеры с города Якутска. Это будут актеры театров и театральные коллективы. Вот это придут где-то 250 человек. Они все вакцинированы, все санитарная норма проводится. Особенность места проведения создала особую атмосферу. Если задуманное воплотится, как задумано, это будет запоминающийся эсэх. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.